Все помнят первый сезон, который покорил абхазских любителей музыки. Несмотря на то, что с начала проекта прошло уже почти 2 года, люди до сих пор обсуждают самые необычные дуэты профессиональных исполнителей и новичков сцены, экспромты находчивых, а порой и строгих членов жюри. Но самое главное, помнят и слушают песни абхазской эстрады на абхазском языке в традиционной и современной аранжировке. И это главная цель проекта. Огромное спасибо всем, кто принимал участие в этом проекте. И, естественно, нашему спонсору компании Mobile. Без их поддержки нам бы не удалось реализовать наши идеи. И надеюсь, что мы их не разочаровали. И наших зрителей тоже. Во втором сезоне условия проекта изменились. Если раньше соревновались дуэты, то теперь команды. Всего их 5. В составе каждой 1 профессиональный исполнитель и 3 любителя. Авторы считали предстоящий концерт самым сложным из истории всего проекта. Но он стал и самым интересным. Организаторы проекта подготовили зрителям еще один сюрприз. На сцене филармонии известный российский рэпер Рома Жиган. Певец, в целом попадающий в когорту российских рэперов, выступающих за здоровый образ жизни, подарил абхазским слушателям свою песню о мирном небе. Мирное небо, потому что там есть слова о Кавказе. Мы сейчас находимся на Кавказе. Мне здесь очень нравится. Собственно, здесь вдохновляешься. Здесь совершенно другая обстановка. И вновь новые образы, новые песни, среди которых известные мировые хиты. Мы привыкли слышать их на английском, французском и других иностранных языках. Здесь они впервые зазвучали на абхазском. Генеральным спонсором второго сезона «Споем вместе» выступила компания Mobile, для которой творческие проекты, связанные с развитием и популяризацией абхазского языка, всегда в приоритете. Немного жаль сегодня расставаться с проектом «Афшид Сахеб». Такие детские ощущения, как будто праздник завершился, но никто не хочет расходиться. Но надо резюмировать, что к финалу мы подошли с отличными показателями. Лично для меня это, безусловно, участники. Участники, которые проявили на сцене столько талантов. Они доказали нам всем, что вне зависимости от того, кто ты, диктор ТВ, или ты хореограф, или просто домохозяйка, или даже врач, возможно больше. Это очень важно, и это здорово, это зажигает. Ну и самый ключевой момент, наверное же, это концерт перевоплощений. Вот он реально показал, что все, что происходит теперь в Абхазии, это все происходит на новом уровне и поднята новая планка. И это однозначно гарантирует нам, что перед нами открываются совершенно новые горизонты. Напряженный поединок и самый волнительный момент – объявление победителя. По результатам голосования это команда Георгия Квикискири. Диктор абхазского телевидения Ирина Аршпа, врач Эсма Шанава, актер Даура Рухадзе получили главный приз – 100 000 рублей от генерального спонсора проекта компания Mobile. И у нас много было разных и комических, и серьезных, вот именно командных выступлений у нас, они мне все нравятся, где мы или в трио, или вчетвером пели. Но больше всех мне бременский музыкант нравится. Это был реально такой порыв из детства. Это было очень весело, все получили удовольствие, и мне кажется, вот этот образ самым интересный был с нашей стороны. Их голоса заставили прильнуть к экрану даже тех, кто в принципе не смотрит телевизор. Следить за этим праздником музыки стало уже новой традицией. Несколько месяцев на наших глазах менялись их образы, песни и взгляды. Многие артисты пришли на проект просто известными, а уходят по-настоящему любимыми, которых хотят слушать, за которых переживают. В каждом празднике есть грустные нотки. Зрители прощаются с уже полюбившимися певцами. В следующем сезоне «Споем вместе» их места займут другие. Кто? Узнаем позже. Ну а пока, наслаждаясь хорошей музыкой, будем вспоминать неподдельные эмоции, неожиданные повороты и сюрпризы этого поистине национального музыкального проекта. Нисфа Аршба, Саид Айба, Абхазское телевидение.